Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 9 декабря. Это у нас с вами будет вторник. Писать буду на колоде пассианс, так как день у нас обещает с вами быть достаточно мирный, спокойный, все должно быть хорошо. Он будет проходить под арканом мир. Мы с вами складываем 9-12-2025, 9, 1, 2, 2, 2, 5. В сумме получается 21. Ну, за 21 число у нас отвечает аркан мир. Поэтому будем проживать этот аркан. Смотрим, значит, все знаки от овнов до рыбок по очереди. Внизу под видео вы можете найти тайм-код. Ну, либо по значку можете определяться. Перекручивайте, пока не увидите свой значок, знак зодиака. Ну что, смотрим. Не забывайте проверять также видео по знаку асцендента. Он может быть очень говорящим. Первое у нас овны. Ой, подождите, сейчас, секунду, мне надо... Я забыла прикрыть аркан мир, потому что YouTube может возмущаться, так как там нарисована у нас обнаженная женщина. Поехали, овны. 9 декабря, вторник, события дня. Как пройдет этот день для овнов? Для овнов как пройдет? Сразу же свиток, первое событие. Цветочек. Ключ. Угу. Так, сейчас. Такое ощущение, что здесь... Ага, есть, да. Вот ощущение есть, что... А глаза не видят. Поэтому надо немножечко больше внимания. Молния есть. Друг. Змея. Солнышко. Угу. Так, и давайте посмотрим здесь. Угу. Есть конвертик еще. Конверт. Получается, у вас во вторник деловая встреча, может быть, получение каких-то новостей, которые вас могут удивить, шокировать, как в хорошем смысле, так и в плохом. Тут я не могу сказать. Молния, да, это удивление. Также молния еще может показывать новости, которые мы получаем в электронном виде. Ну, типа там смс-ки, письмо на почту и так далее. Исполнение желания, общение с друзьями, радость, получение документа какого-то, получение там конверта, получение посылки, может быть. Ключ – это возможности какие-то в этот день могут, для вас могут открываться двери, которые до этого были закрыты. То есть это шансы в жизни. И змея – общение с человеком, у которого такой может быть очень ядовитый язык. Ну, опять же, не всегда эта змея свой яд как-то проявляет в нашу сторону. Тем более рядом хорошие события. Друг, может быть, у вас друг по году рождения змея или такой по характеру. Ну, вы с ним просто будете, допустим, общаться или вместе что-то делать. Поэтому тут вот пока нельзя сказать, что прям змея – это плохое событие. Так что в целом, смотрите, много классных событий. Ключ, исполнение желания, радость, получение. В общем, как я и говорила, карта мира, она плохой день не обещает. Даже если вдруг где-то у кого-то что-то и выпадет, не самое приятное, я думаю, что по карте мира все это будет смягчаться другими событиями. Смотрим дальше. Дальше у нас с вами Тельцы. 9 декабря. 9 декабря. События дня Тельцы. Ножницы, первое событие.
Корона. Ключ. Какое хорошее сочетание. Ножницы, корона и ключ. Машину нельзя. Ну, и колодец, конечно, это не очень хорошее событие. Чашка чая, подкова. Так, здесь не вижу. Получается. Первое событие. Ножницы. Это решение вопроса у вас может быть во вторник. И рядом, смотрите, выпадает ключ. Это новые возможности, открытые двери. Как раз ключ и есть тоже решение вопроса. Какого-то, который до этого не решался. И корона. Возможно, к этому приложит руку какой-то влиятельный человек. Кто-то, имеющий статус, положение в обществе. Может быть важный разговор или важная встреча с этим человеком и решение вопроса. Плюс еще удача на вашей стороне в этот день. Удача, потом гости. И есть одно негативное событие. Это очень сильные переживания в этот день могут быть. Глубокие такие, сильные. С чем будут связаны, не знаю, не могу сказать. Тут как бы никаких событий не выпало. Может быть, вообще не вас они будут касаться. Там какое-то кино смотрите или где-то там соседка что-то рассказала негативное, да, и вы вот какую-то новость прочитали. Поэтому тут, возможно, даже это вас и касаться не будет. Ну, по касательно, да, как бы вы прочитали, попереживали, через минуту уже забыли. Поэтому я думаю, как-то так может проиграться. Ну, иначе бы нам показали какое-то событие с вами связанное, да, негативное. А тут же, видите, нет ничего такого. Такая информация для вас, тельцы. Благодарю за внимание. Смотрим дальше близнецов. Близнецы, 9 декабря. События дня. Конверт. Череп. Мешок с деньгами. Книгу нельзя соединить. Получается, у вас 3 события. Первое — конверт, получение. Что-то будете получать в этот день. Посылку, документ, почту. В общем, что-то получите. Дальше череп — это здоровье. Возможно, придется заниматься здоровьем. Посетить врача, купить какие-то лекарства, сдать анализы там, и так далее. И деньги, видите, выпадает рядом. Здоровье, деньги. То есть потратить деньги на здоровье. Потому что мешочек очень часто это именно расходы, траты, когда мы уходим в минус. Поэтому я думаю, что здесь будут какие-то расходы, связанные со здоровьем. Потому что рядышком прям выпали. Ну, может быть, правда, там что-то купите, какие-то витамины, лекарства, либо к стоматологу пойдете, либо еще что-то в таком духе. Ну, в целом, в принципе, особо негативных событий тут ничего у нас с вами не выпало. Ни конфликты, ни неприятности, ни колодец, ничего такого нет. Благодарю за внимание и переходим к ракам.
9 декабря, раки. Первое событие, сразу же успех у вас во вторник. Цыпленок. Колокольчик. Рыбу нельзя. Будильник. Чемодан. Роза. Череп. Подарок нельзя, флаг нельзя, машинку можно. Машина. Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрите, что получается, раки, во вторник. У вас будет успех в делах. У вас будет с кем-то пустые разговоры, болтовня и общение с детками, забота о них, возможно, с детьми. Какие-то там, не знаю, читаете сказки, общаетесь где-то, гуляете вместе. Дальше временная разлука, расставание с кем-то, дорога, приятная встреча, свидание в этот день. И 2 предупреждения. Болезнь выпала, череп, ну, может быть, ухудшение самочувствия, может быть, вы уже записаны там во вторник куда-то там что-то обследоваться к врачу и так далее, в стоматологию. Тогда может череп на это указывать, что вы занимаетесь здоровьем. Если вы не планируете ничего, то, может быть, там, не знаю, заболит зуб, заболит голова там и так далее. И будильник показывает, что этот день у вас может быть распланирован по времени. Да, там одна встреча там востока, другая востока, третья востока. И будильник говорит, что оно там может все смещаться, переноситься, вы можете опаздывать, не успевать. Поэтому тут очень важно правильно распределять время, следить за временем в этот день. Потому что вы можете опаздывать. Вот такие вот предупреждения. Ну, в принципе, тут ничего страшного я не увидела. Благодарю за внимание. Переходим ко львам. Так, ой, львушки хотели убежать вместе с раками. Львы, 9 декабря, вторник. 9 декабря, вторник, львы. События дня. Успех, первое событие. Месяц. Маска. Свиток. Деньги. Подкова.
слезы, слезы, маска, обман и дорога. Так, ну давайте теперь разбираться. Значит, что выпало? Из предупреждения выпала маска, это обман, и выпали слезы. Но, да, что, как может проигрываться еще, если это не будет обман? Опять же, не забываем, что это и мы можем обманывать. Либо вас кто-то может обмануть, да, прикинуться другим человеком хорошим, либо вы. Как еще проигрывается маска? Маска — это может быть посещение театра, это может быть посещение косметолога, маска, может быть какая-то чистка, да, там еще что-то, болезненное, слезы, как вариант. Поэтому маска не обязательно это только обман. Это может быть еще вот, да, такое значение какое-то нетрадиционное. Не то, что там автор задумывал, это то, что вот я уже замечала из практики, как они по-разному проигрываются, эти события. Поэтому может быть не только обман, имейте это в виду. Дальше, когда будете вот анализировать, очень хорошо, если бы вы вечером анализировали, как прошел день, и сравнивали, вы бы для себя заметили, как карты для вас, да, вот, показывают какие-то события, потому что они могут даже для каждого по-своему проигрываться. Дальше месяц. Месяц — это события, которые имеют цикличность и постоянно происходят. Ну, допустим, какие-то расходы, да, по деньгам, какие-то траты ежемесячные. Дальше, значит, у вас выпадает деловая встреча, успех, удача. То есть, возможно, какая-то встреча пройдет очень удачно, успешно. Поездка, может быть, дорога в этот день. И деньги. Ну, деньги тут чаще всего это расходы по мешку. Хотя некоторые зрители пишут, что у меня это проигрывается как доход. Да, вот выпадает мешок, и я получаю доход. Ну, супер, если у вас как доход, замечательно. Так что, ну, предупреждение — это вот маска и слезы. Хотя слезы тоже могут быть радости. Например, пришел успех, да, и, ну, имеется в виду слезы радости, это какие-то там позитивные эмоции. Так что, львы, все видите, тут как бы не так плохо. Одно только негативное событие, и то, мне кажется, что оно проиграется по-другому. Потому что когда у нас идет позитивная карта и ее влияние, то, в принципе, чаще всего негативные карты проигрываются позитивными значениями. А у каждой есть, у каждой позитивной есть негативное, а у каждой негативное позитивное. Так что это так. Смотрим дальше. Девы. 9 декабря, вторник. Покажите мне, как для дев пройдет этот день. Основные события. Да что такое? Порассыпались девы. Друг. Змея. Также есть молния. Цветок. Подарок. Подарочек. Кровать нельзя. Значит, смотрите, что выпадает вам на вторник. Первое событие — общение с друзьями, дружеские там посиделки, встречи и так далее. Исполнение желания, подарок, какая-то новость, которая может вас очень сильно удивить. И змея. Общение со змеей, ну, опять же, тут с одной стороны автор обозначил как злые языки это событие. То есть, ну, кто-то, кто может, не знаю, там что-то нам сказать неприятное, как-то задеть нас, ужалить, сделать какое-то замечание. Но из практики змея — это иногда просто люди такого характера, но у нас с ними нормальные отношения. Поэтому тут как вариант, может быть, у вас там друг по году рождения змея, да, или по характеру такой. Но вы с ним хорошо проведете время. И все будет нормально. Да? Или там, например, змея расскажет вам какую-то информацию, новость.
Поэтому змея не всегда это плохо, нужно про это не забывать. Но у вас как бы из предупреждения только здесь змея выпала. Вот такая информация для вас. Смотрим дальше. Дальше у нас будут весы. Весы. 9 декабря. События дня, весы. Вам выпали первые весы. Так, смотрим дальше. Надежда. Надежда на правильный выбор. Так, свиток есть. Рыба. Ножницы. Цветок. Ну, здесь я не вижу совпадений. Получается, первое событие — сложный выбор. Весы, колебания, метания у вас будут между двумя вариантами. Нужно будет принимать решение. Дальше из хороших событий важная встреча, деловая, рабочая. И смотрите, на ней решается вопрос по ножницам. Поэтому видите, какая там будет хорошая встреча с решением. Будет исполнение желания, это тоже из хорошего. И предупреждение, рыба. Скользкое дело, вас могут втягивать в этот день в какие-то истории. Но есть надежда. Ну, по крайней мере, у вас есть ощущение, что вы как-то выкрутитесь из этой ситуации. Надежду вы здесь не теряете. Поэтому так, вот из предупреждения скользкое дело. Остерегайтесь разного рода мошенников, заманчивых предложений там и так далее. Мне кажется, что и выбор этот связан с вот этой вот рыбой. То есть получаете какое-то предложение, оно, скорее всего, очень заманчивое, вселяет в вас какие-то надежды, и вы стоите перед выбором. Но есть ощущение, что это что-то, ну, что-то не то. И тут как раз вот надо будет хорошо подумать, все проверить, чтобы не попасться на чью-то удочку. Во вторник, получается. Благодарю за внимание, весы. Переходим к скорпионам. 9 декабря. Скорпионы. События дня. Угу. Казенный дом сразу выпадает, скорпиончики. Это госучреждение, структура. Болезнь. Может быть больница как вариант. Ага, и видите, и корона выпадает. В этом казенном доме общение с человеком, который имеет какую-то власть. Чемодан, может, вы приходите туда, не знаю, там с каким-то там пакетом документов, да, допустим, и смотрите, еще и конверт выпадает. Конверт очень часто с казенным домом — это получение какого-то документа, справки, не знаю, какую-то заявку там написали.
Сердце, друг, дружеское общение. Как вариант, этот король, ну, король, да, скажем так, влиятельный человек может быть к вам по-дружески настроен. Эх, победа не выпала. Рыба. Скользкое дело. О, ключ есть. Прекрасно. Ключ. Угу. Здесь не вижу. Значит, смотрите, что выходит. Ну, много событий указывают на одно. Да, это вот у нас и книга, и корона, и это, и это. Возможно, это одно событие. Если мы будем читать по отдельности, то выпадает на вторник посещение госучреждения, казенный дом, общение с влиятельным человеком, получение какого-то документа, справки, бумажки, ключ, все в ваших руках. Перед вами, в принципе, открыты все двери. Да, вот все двери в этом казенном доме для вас открыты. Дальше временная разлука, расставание с кем-то. Но опять же, если вы пришли, да, к этому человеку, там что-то сделали, временно с ним расстались, потом там пришли через месяц, да, там что-то забрали. В данном случае может так показывать чемодан. Временное расставание. Дальше общение с друзьями, либо дружеское общение с кем-то, поддержка там, и так далее. Болезнь. Возможно, в этот день можете себя хуже чувствовать или, допустим, заниматься здоровьем. И рыба. Скользкое дело. Вас в этот день могут втягивать какие-то махинации, истории. То есть как бы рыба всегда предупреждает, что надо быть начеку. Ну, можно, конечно, сказать, да, что вот этот казенный дом, эти документы, тут какие-то махинации, как бы опасная такая история. Ну, можно, да, сказать, что опасная. Ну, будем надеяться, что рыба не проиграется, да, вы будете осторожными. Может быть, там будет какое-то предложение, типа, а вот давайте там мы-то сделаем вам что-то быстрее, да, там, в обход какого-то закона, там, или, допустим, за дополнительную плату, там, или еще что-то. Лучше делайте все по правилам, пусть оно там будет дольше, пусть оно там будет сложнее, но так, как надо, без вот этих вот всех историй, да, вот, обходя эту рыбу. Поэтому такая информация для вас. Ну, радует ключ, а ключ говорит, что все должно быть как надо. Благодарю за внимание, скорпионы. Переходим к стрельцам. Девятое декабря. События дня, стрельцы. Угу. Первое событие, у вас мечи выпадают. И расческа. Угу. Деньги. Роза. Ножницы. Тут еще был второй вариант лебедь. Можно еще лебедя соединить. Так, хорошо. Давайте проверять, что здесь. Есть еще сердце. Но здесь нет. Первое событие, да, вот это два предупреждения говорят о том, что во вторник у вас может быть какая-то неприятность.
И даже показывают, это может быть конфликт, скандал с кем-то, мечи, выяснение отношений, разборки. Поэтому вот неприятность. Дальше. Из хорошего финансовые поступления, сундук. Из хорошего приятная встреча, свидание, общение с друзьями и решение какого-то вопроса по ножницам. Поэтому, видите, много хороших событий, а предупреждение о том, что может быть с кем-то конфликт. А мы помним, день у нас под арканом мир. Нам нужно жить мирно и дружно. Поэтому старайтесь в этот день избегать конфликтов. Иначе они вам будут создавать неприятности. Да, вот конфликт и неприятность большая. Благодарю за внимание, стрельцы. Переходим к козерожкам. Козероги. Козероги, 9 декабря, вторник, события дня. Так, смотрим. Болезнь, первое событие, череп, дерево, метла, конфликт. Ссора, перерастающая в конфликт, который может повлиять на ваше здоровье. Конфликт, знаете, который высасывает энергию из человека. И змея. Ну, цветочек, хорошее событие, рядом змея. Ссора со змеей, то есть человеком, который, ну, как-то вас задел, специально что-то сказал такое неприятное, сделал какое-то замечание, и вы тут в ответ нашли, да, что ответить. Тайна. Может быть, какую-то тайну вашу разболтает. Или откроется какая-то информация, да, которая приведет к этому конфликту. Так, и есть еще разговор. Так. Горизонталь, вертикаль не вижу. Значит, рассказываю, что вам повыпадало. Первое событие – болезнь, здоровье. То есть будет ухудшение здоровья в этот день. Скорее всего, это будет связано с конфликтом. После конфликта, не знаю, заболит голова, плохо себя будете чувствовать там и так далее. Поэтому старайтесь избегать конфликтов. Болезнь, ссора, выяснение отношений, змея. Ну, скорее всего, это одна история. Начинается все с замечания какого-то и заканчивается все ором, криком. Дальше приглашение какое-то можете получить. Будет деловой разговор, деловое общение. Исполнение желания будет и открытие тайны, секрета, то есть чего-то, что было от вас скрыто, оно выйдет наружу по замочку. Так что такая вот информация. Тут у вас, видите, много предупреждений на вторник для вас. Ну, из хорошего, конечно, исполнения желания. И приглашение тоже хорошее. Благодарю за внимание, козерожки. Перехожу я к водолеям. Так, водолей и рыбки у нас остались. Смотрим водолеев. 9 декабря. Водолеи. Первое, лавровый венок у вас выпадает. Замечательное событие. Дальше солнце. Тоже. Ага, вот еще было, видите,
Замочек еще был, не увидела сразу. Месяц. Маска. Так, здесь, ну, вроде бы не вижу совпадений. Да, есть еще по горизонтали о деньги и обман рядом. Не очень, да, сочетание. Так, кровать нельзя. Здесь нет, нет, нет. Нет, и здесь тоже нет. Получается, первое событие для вас сразу же говорит, что этот день может быть для вас очень успешным в делах. Успех. Дальше будет радость, хорошее настроение. Будут какие-то события, которые имеют цикличность. Они уже были, и они постоянно происходят и повторяются. Замочек. Откроется какая-то информация, которую вы до этого не знали. Может быть, благодаря этой информации, да, там уже появится успех или там будет радость. В общем, появится какая-то информация новая. Может быть поступление финансов по сундуку, это всегда доходы, плюсы в деньгах. И выпадает рядом маска, маска обман. То есть кто-то пытается вас обмануть. Возможно, должны были дать больше, да, обман дали меньше. Поэтому тут вот как бы с деньгами будьте осторожны, все пересчитывайте, перепроверяйте, чтобы не было обмана. Потому что кто-то будет жульничать, маска. Так что вот такая вот информация для вас. Иногда маска проигрывается еще как, например, посещение косметолога. Может быть, да, опять же, деньги. Ну, тут в данном случае вы можете, например, тратить деньги на косметолога. Или там поход в театр, да, по сундуку потратили деньги, купили билеты, пошли в театр. Может быть так. Ну, первое, конечно, самое важное значение маски – это обман. Потом уже все остальные могут проигрываться. Так что, водолей, такое для вас предупреждение. Ну, а из плюсиков, конечно, у вас будет радость от успеха в делах. Смотрим дальше рыбок. О, и вместе с водолеем убежали. Сразу же. Карты захватили с собой водолея. 9 декабря. Рыбки. События дня. Декабря. Рыбки. Весы. Первое событие для вас. Кровать уже нельзя соединить. Цепь. Лавровый венок почему-то не хочет складываться. У нас, кстати, аркан мир – это карта успеха. И очень многим знакам выпал успех в этот день. И лавровый венок, видите, выпал. Вот он же, этот венок лавровый. Это же почему успехом считается эта карта, потому что здесь тоже нарисован лавровый венок. Так, смотрим дальше. Сердце. Угу. Месяц. Ой, дерево пропустила. Дерево. И конверт нельзя. Если бы я дерево не увидела, то можно было бы конвертик сложить. Но я в последний момент увидела. Бокал. Приглашение на какое-то мероприятие. И Луна показывает цикл, циклично. Ну, типа там день рождения, например. Так, давайте смотреть здесь. Шарики нельзя. Не вижу. Есть лебедь. Возможно, пойдете парой на это событие.
неприятность. Также может быть какая-то неприятность в этот день, которая поставит вас перед выбором. А неприятность, знаете, какая? Нерешенный вопрос. Тут рядом тоже есть. Угу. Здесь нет. Получается, в этот день у вас из минуса неприятность, нерешенный вопрос и выбор. Да? Ну, выбор, допустим, там, не знаю, продолжать биться в эту закрытую дверь, да, или все там бросить на самотек и ждать, пока оно само собой разрешится. Может быть, вот такой вот будет выбор. То есть выбор, как решить вот эту проблему. Дальше. Из хорошего вас ждет успех в каком-то деле. Ну, вот смотрите, в одном деле вопрос не решится, цепь, а в другом, наоборот, будет успех. Общение с друзьями, будет приглашение, посиделки, застолья, гармоничные отношения в паре или создание пары, если у вас ее нет. И цикличность событий, Луна. То есть вы периодически встречаетесь с этими людьми, да, там, на этом мероприятии. Я думаю, что вот тут речь идет об этом. Друзья, приглашения, застолья, пары, да, и события. Поэтому будет какие-то посиделки во вторник, будет успех в делах. Ну и, к сожалению, будет одно событие, которое уже много раз, видите, оно пытались его решить. Цепь показывает, что это из раза в раз. Да, вот одно звено, второе, третье, четвертое. Вот вы пытаетесь, все никак. И во вторник опять не получается. Поэтому, ну, когда придет время, получится. Да? Просто, значит, не пришло еще время для этого события. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.